Ну, пока ты хозяйством позанимаешься, я попел. Ну да, ты на свой край, а я потом подойду и нагонять на тебя буду. Там увидим. В любом случае у нас рация есть, высокие технологии. Так, ладно, а у меня есть чем пока позаниматься. В Москве по радио сказали оранжевый уровень погодной опасности. Дождь льет стеной. Ну, у нас красота одна. Даже потеплело. Плюс 6 градусов. Я говорю, потеплело. -2 было в 6 утра. Так, ладно, хозяйские дела сделали. Мы пойдем. Когда разделывали рыбу с озера, где-то у пятой части щук в желудке была рыба. Ну, в одной мышь. Хвост не переварился. Появилась мысль. Сейчас, конечно, первым делом охотой займемся. Пройдемся. Утку есть, попробуем стрельнуть. Уток нету, попробую поблеснить. Нашел захудалую блесну одну, сделал дорожку, поблесним. На озере поблесним. Одно смущает. Вчерашние рыбаки, говорит, блеснили на реке. Говорит, ни одной даже поклевки не было, ни одной щуки не поймали. И очень удивились, что нам на ухты одна щуренция попала. Чуть больше полкило. Вода сейчас вся зеленая, то бишь зеленые водоросли. За жаркое лето массово размножились. Там реально вода сине-зеленая. А где закуток, там вообще песка не видно. Сине-зеленая муть. Ну, вода, конечно, тоже не первый сорт на озере. Зеленоватость тоже присутствует. Но, как говорят, практика крiteria истины. Проверить надо. Где-то в сентябре у нас щука будет клевать на блесну или нет. Нормально шумит ветер, нормально. Сквозь тучи стало солнце проглядывать. Поживем, увидим, как погодные события будут развиваться. Выходим на озеро. Но это дяде Валерию не повезло. Его сторона озера под ветром находится. Тут утки не садятся. Пойду искать, где лес на озере создает безветренную зону. Там утки будут собираться. Тут везде ветер. Тут точно везде ветер. Даже волну гонит. Нафиг утки тут сидеть, когда можно более тихое место найти. Норка за 2 метра ко мне подходила и нырнула с концами. Я около лодки. У меня тут в устье уса 9 уток сидело, но куда-то исчезли. Там у тебя такой ветер капитальный, куда-то в траву залезли. Может, и в ус ушли, да. Я минут на 10 придремал, глянул, никого уже нету. От тебя 3 утки пролетели. От меня где-то метров за 150 на той стороне сидели. Мы будем выполнять свой план. Утки от дяди Валеры, даже не знаю, метров 400 от меня сели. Ну что, приехали? Думал, на зимнюю стоянку уже. Нет, нифига. Сиденье надо? Надо. Весло надо? Надо. Ну, поехали кататься. Первым делом утки на рыбалка, а рыбалка потом. Ждите своего времени. Мы сначала на уток. Сидите, не дергаться. Ветер не должен.
Вот жизнь бека. Ветер хороший, шумливый. На выстрел подкрался. Вот японский градовод. И этот же ветер мне подлянку сделал. Дерево на той стороне бабах упало. И утки из-под носа. Эх, буквально секунды не хватило. Ну, 3-4 секунды. Да. Ну, что сделать? Невезуха. Тут вдоль озера дофига поточные лесорубами бобрами деревья. Березу грохнули. Вот это дерево грохнулось. Я сам подпрыгнул на месте. Тресь, бабах! И утки тютю. Вот невезуха так невезуха. Что ж, не везет охоте. Проверим на блеснение щук. Правда, такой ветер хреновый. Идем назад. Ух, редиски. Не могли подождать. Дерево испугались. Когда подкрадывался к утке, был настроен выполнить задачу. Стрельнуть ее. Поэтому было как-то внимания не обращал. Жарко, холодно, пофиг было. Когда этот план накрылся медным тазом, пошел обратно и вдруг почувствовал, что меня этот приличный сильный ветер продул. Аж дрожь пробивает, холодно. Замерз. Пришлось достать дополнительную одежду и утеплиться. Все равно пока прохладно. Сейчас вторую скорость врубим, чтобы согреться. И что, сразу 4-й? Когда я проходил, вот эта береза была упавшая. В свое время когда-то бобры ее снизу подъели, и она бабахнула. А вот это, сейчас что ли, что-то я ее не помню. Бобры обгрызли, ветер дунул, кир-дык и свалилась. Учитывая, что она с листьями, да она вся свалилась. Тут, блин, громыхало. Если бы это было старое, она бы, листья давно бы упали. Лесорубы, мать их, за ногу. И ветер им помогает. Ну, ладно. Охота наша закончилась. Переходим на рыбалку. Солнце светит, и ветер гудит в небесах, блин. Как это на щуку скажется? Осталось посмотреть. Поедем по солнечной стороне. Поехали. Ну что за жизнь? Когда ветра нету, блин, одни листья хватает, листьев до хрена. А как ветер, борьба с ветром начинается. Вообще не до блеснения. Хватал кто-то. Пожалуй, все-таки в сентябре блеснить на озере не особо. Листьев тут выше головы. Цепляется за милую душу. Шутка. Так, куда ты меня ветер отвез? Грести против такой волны кошмар. Аж мышцы, струнку вытягивается. Мать ее за ногу. Плюс 11, листвы нету. Все так грести, выгребать. Зверское здоровье над волной сдувает натурально. Классный ветер. Черт меня выбрал такой ветреный день блеснить дорожкой. Улов, конечно, херня на постном масле, но зато здоровье выше головы приобрел. Ладно, пора исчезнуть. Темные ночи осенние, они, ой-ой-ой, можно сказать, потешили себя старым способом. Ну, мой улов за 2 часа вон, 3 синтифлюшки. Не могу сказать, что акулы так, ну, есть можно. Все ухо. Да и вообще, говорят, много щук есть вредно, талия пропадает. От щуки талия не попадет, это диетическая рыба. От сазанов, да, от карасей, да, может быть. Ты только об этом никому не говори. После этого улова будем считать, ты пропадет. Ладно, страдания закончились. Зато, смотри, диаметр стал 56 сантиметров. Ладно, домой. Не обратил внимания, это свежеупавшая или какая? Но сейчас свалилась. Вон, зеленые листья все подмяло под себя.
Такая дурынция грохнет. Тура свалилась параллельно тропе нашей. Лили, как думаешь, сегодня у нас сильно неудачный день? Вот ты стрелял, если по рябчику промазал, значит неудача. Утки нет, Да, рыбы нет. практически нету. Рябчика не попал точно по одной простой причине. Я не по рябчику стрелял. Медведя. Если бы медведь был, ты бы сейчас штаны полоскал в руке, наверное. Ну, вряд ли. Я думаю, медведь бы полоскал. Блин. Вообще-то это не часто бывает, но бывает. Раз в 10 лет-то. Глухарь, блин, иду, никого не трогаю, ты немножко он отстал. Хлоп, исчез. Ведро положил. Он в конце уже переступать стал. Думаю, сейчас летит. Бах! Ему третьим номером. Он как? Бабах! Да. Куда-то вести надо. Ну, нормально глухарь. Да. Ну, как на вид. Эй, где ты там ногу подвернул? Вау! Симпатяга. Симпатяга. О, Ну, я ведро возьму давай. Ты уж гордо глухаря таси. ну, там легенький. 3 малявки, там килограмма не будет. Да. А я ползу, устал, настроения нет. На, Ну, настроение лично у меня поднялось. да. Так что неудача на охоте, рыбалке, это все в мире относительно. Сегодня есть, завтра нет, потом снова есть. Фу, бывает. Ну, давай. Вместо уток. Ну, спасибо, избушка, за приют, за ласку. Поразвлекались, нормально, попало кое-что. Так что с отдохнувшей душой едем домой. Цивильные края. Вообще-то цивилизация это здесь, а там так, бытовуха. Бедняги на мелководье застревают. На казанке замучаешься ездить по такой мелкой воде. Когда мы вверх ехали, помнишь, наш водомет обогнал, гад, редиска. Да. Сейчас я полное удовлетворение получил. На казанке таким же мотором, как у нас. Ю-ю-ю, я его за километр видел. Обогнал, там газанул. Я говорю, кто на казанке ездит в такую мелкую воду? Он где-то там за горизонтами остался. Бедняги. Вон, лодки. Такие надо ездить.